Второй вопрос. Что означает самоназвание Нахчи? Название Нахчи означает «люди Ноя». Чи – это люди, во множественном числе чи. Нах, Нох, Нух, Ноах и так далее – это имя нашего пророка. Это не единичный случай в мировой практике. На свете существует очень много народов, чьи имена связаны с тем или иным сакральным персонажем. Очень много таких случаев. И Нохчи – это один из рядовых таких случаев. То есть имя Нохчи, самоназвание Нохчи – один из таких случаев. Вайнах – это искусственный термин, придуманный в конце 20-х годов 20 века ростовским профессором Яковлевым. Скорее всего, с подачи ингушского специалиста, языковеда, ученого Мальсагова. Об этом пишет сам Яковлев. Вайнах означает «наши люди» в буквальном переводе. Но когда речь заходит о том, что это название «Вайнах», оно тоже имеет древнее происхождение, я всегда оппонентов прошу показать мне хотя бы один письменный источник до времени Яковлева и Мальсагова, до их инноваций, в которых было бы написано это название. Хоть один письменный источник. То есть название «Вайнах». Этих названий нет и в произведениях как чеченцев, так и ингушей XIX века. Ни у Кеди Досова, ни у Малата Лаудаева, ни у Чаха Ахриева. Нет этого названия ни в одной чеченской или ингушской сказке, ни в одной легенде, ни в одной эпической поэме Илли. То есть абсолютно наша история стерильна относительно этого названия, что опять же подтверждает его искусственное происхождение. Что касается того, что это название, то есть это словосочетание «наши люди» употреблялось в быту, то да, это возможно, потому что есть огромное количество аналогичных словосочетаний. В войнах наши люди, ульвернах, близкие люди, гергарнах, родственные люди, дигарнах, живущие там люди, сигарнах, живущие по эту сторону люди, хирнах, там, чужие люди. Можно несколько десятков таких словосочетаний назвать. Но ни одно из этих словосочетаний не стало этнонимом, а вот Вайнах сделали этнонимом, но сделали это Яковлев и Мальсагов. Это совершенно очевидно, потому что Яковлев сам об этом пишет.